Придание Аккалпаку статуса культурного символа. С законом согласны не все. В Кыргызстане хотят придать национальному головному убору Аккалпаку статус культурного символа. Об этом на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению сообщил депутат Джугурху Кенеша Экмат Байбакпаев. По его словам, в течение года он работал над законопроектом, который защитит национальный головной убор и придаст ему статус культурного символа. В адрес депутатов поступало много писем от общественности. В социальных сетях было большое обсуждение, взрыв, когда на собаку надели колпак. Могут быть спорные вопросы, нужен такой закон или нет, но раз мы кыргызские сыны, то должны уважать колпак и гордиться им, сказал он и добавил, что в народе поддерживают законопроект. Инициаторы предлагают наказывать тех, кто использует колпак не по назначению или совершает оскорбительные действия в отношении головного убора. Размер штрафа определит правительство. Садык Шернияз отметил, что готов сердцем проголосовать за этот закон. Но с другой стороны, завтра будем рассматривать закон о юрте, Хараджорго. К чему это может привести, сказал он. Альфия Самигулина поинтересовалась, знаком ли Экмат Байбакпаев с заключением правительства, где говорится о необходимости доработки законопроекта. Да, знаком, но если Министерство культуры не может внести достойный законопроект, пусть внесут, я готов свой отозвать, сказал он. Представитель правительства отметил, что Аккалпак включен в список нематериального культурного наследия Кыргызстана и охраняется законом о нематериальном наследии. Экмат Байбакпаев заявил, что готов доработать законопроект с учетом замечаний. Минтранс не будет проводить рейды против тонированных автомобилей. Министерство транспорта и дорог Кыргызстана не будет проводить рейды, направленные против затонированных автомобилей. Об этом сообщил начальник управления транспортного контроля Минтранс Кыргызской Республики Нурбек Шабданалиев. По его словам, с 1 января 2018 года ни на одного водителя, который ездит с тонированными передними и боковыми стеклами автомобиля, не наложен штраф. 21 октября 2018 года правительство одобрило законопроект о внесении изменений в Кодекс о нарушениях. Согласно поправкам, полномочия по применению санкций в отношении водителей, которые тонируют автомобили, должны снова передать МВД Кыргызской Республики. 27 декабря 2018 года в парламенте прошло чтение изменений в Кодекс. 22 ноября, наверное, будет второе чтение, когда поправки примут. Штрафовать за тонировку снова будет МВД, сказал Шабданалиев. Он отметил, что ранее Минтранс Кыргызской Республики уже объяснил, что функции наложения штрафов на водителей с тонировкой авто не будут выполнять, так как они не свойственны Министерству транспорта и дорог Кыргызской Республики. До вступления в силу изменений в Кодекс о нарушениях сегодня мы еще раз обсудим с ГОБДД МВД Кыргызской Республики и решим, что делать с рейдами на время образовавшегося пробела, заключил Шабданалиев. Организатор митинга на площади Алато отказался платить штраф в 3000 сомов, считая, что достойно провел митинг. Организатор антикитайского митинга на площади Алато Аманбол Бабакулов, которого задержали правоохранительные органы, отказался платить штраф за нарушение статьи Кодекса о нарушениях. Об этом он рассказал 18 января. Он отметил, что подписал отказ от оплаты штрафа и намерен обратиться в Первомайский районный суд Бишкека. Бабакулов являлся модератором мирного митинга, который перерос в незначительные беспорядки на площади. По мнению активиста, он справился с работой модератора достойно. Но отдельные участки митинга спровоцировали толпу на то, чтобы прорваться к Белому дому, сказал он. Примерно в половину четвертого митингующие предприняли попытку прорваться в сторону Белого дома. Однако милиция разогнала их и задержала 21 человека. Всех их отвезли в УВД Первомайского района. Позже в МВД сообщили, что доставленные в Первомайское РУВД митингующие оштрафованы по 3000 сомов и отпущены.
Митинг у Белого дома. В Бишкеке артисты цирка устроили шоу. Циркачи организовали митинг у Белого дома. Артисты Кыргызского государственного цирка имени Изибаева вышли на акцию протеста. Они требуют назначить директором выходца из цирковой династии, известную лучницу Аиду Акматову, но директором цирка может стать бывший замминистра, которого уволили после выговора. Участники митинга считают, что Министерство культуры, информации и туризма игнорирует их кандидата, а глава ведомства Азамат Джаманкулов хочет привести в цирк своего человека. Очевидно, что вокруг назначения директора начались коррупционные игры, и мы выражаем им решительный протест. Чтобы привести в цирк чуждого и постороннего человека, придумали даже некий конкурс, условия которого составлены так, что позволяют избавиться от неугодного руководителя и протащить на должность очередного вороватого чиновника, заявляют артисты. Сегодня состоится матч Кыргызстан-Объединенные Арабские Эмираты за выход в 1/4 финала Кубка Азии. В понедельник, 21 января, сборная Кыргызстана по футболу встретится с командой Объединенных Арабских Эмиратов в матче 1/8 финала чемпионата Азии. Игра пройдет на стадионе Zayed Sports City Stadium в Абу-Даби. Начнется она в 23:00 по бишкекскому времени. Транслировать матч будет телеканал КТРК Спорт. Кроме того, болельщики организуют совместный просмотр в одном из торговых центров Бишкека. Напомним, что соперники отечественной команды являются хозяева турнира. Ранее главный тренер сборной Кыргызской республики Александр Крестинин заявил, что она приложит все усилия, чтобы выйти в четвертьфинал. На групповом этапе Кубка Азии кыргызстанцы проиграли китайцам и южнокорейцам, но одолели филиппинцев со счетом 3-1. Сборная Кыргызской республики вышла в плей-офф с 3-го места в группе С. Команда Арабских Эмиратов заняла 1-е место в группе А. По мнению букмекеров, она является фаворитом в предстоящей встрече. Если сборная Кыргызстана пройдет в четвертьфинал, ее противником станет победитель матча Австралия-Узбекистан.